Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Сегодня по инициативе президента Европейского Союза, уважаемого Шарля Мишеля, состоялся его телефонный разговор с основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном. В начале беседы лидер нации выразил признательность господину Шарлю Мишелю за инициативу по обсуждению проблематики Афганистана. Стороны с тревогой отметили нынешнее критическое развитие ситуации в этой стране. Глава нашего государства подчеркнул, что вследствие стремительного вывода международных коалиционных сил многострадальный Афганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы и начала новой волны затяжного гражданского противостояния, что чревато новыми сложностями и вызовами для всего региона Центральной Азии. Было высказано опасение возможности дальнейшей трансформации территории Афганистана в плацдарм подготовки международных террористов. С сожалением было указано на то, что Талибан, несмотря на свои неоднократные публичные заверения, отказались от формирования временного переходного правительства с привлечением других политических сил страны. Таджикистан, как ближайший сосед, выступает за создание в Афганистане мирного и стабильного государственного строя при центральной координирующей роли ООН, сказал президент Таджикистана. Таджикистан не будет признавать любое другое правительство, которое будет сформировано без учета воли всего народа Афганистана и широкого представительства всех национальностей, включая этнических таджиков, а также проживающих на его территории узбеков, хазарейцев, туркмен и других национальных меньшинств, отметил по этому поводу глава нашего государства. В этом контексте была подчеркнута важность скорейшего формирования инклюзивного правительства. Речь также шла о наращивании оказания международным сообществом целенаправленной гуманитарной помощи афганскому народу, который столкнулся с глубоким социально-экономическим кризисом. В ходе беседы также были затронуты вопросы укрепления безопасности таджикско-афганской границы в свете резкого ухудшения обстановки в Афганистане. Стороны выступили в поддержку позиции друг друга по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, транснациональной преступностью и другими вызовами и угрозами. Достигнуты договоренности о продолжении контактов и консультаций сторон на всех уровнях по афганской проблематике и актуальным вопросам сотрудничества Таджикистана и Европейского Союза. В завершении беседы Шарль Мишель поблагодарил президента Республики Таджикистан, уважаемого Рахмона, за содержательную беседу и пригласил его посетить Брюссель с визитом в октябре текущего года. В честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в стране развернуто масштабное строительство различных производственных и социально-культурных объектов. В преддверии общенационального праздника темпы работ по созиданию и благоустройству заметно возросли. Жители городов и районов страны встречают юбилей новыми трудовыми достижениями. Так, сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, прибыл в Турсунзаде для сдачи в эксплуатацию ряда юбилейных объектов и ознакомления ситуации в сфере сельского хозяйства. Сначала президент страны, уважаемый Рахмон, сдав в эксплуатацию первый этап предприятия по производству алюминиевого профиля общества с ограниченной ответственностью «Алюминпроф», заложил камень, фундамент его второго этапа. 26 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Турсунзаде для сдачи в эксплуатацию ряда юбилейных объектов и ознакомления ситуации в сфере сельского хозяйства. Сначала президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию первый этап предприятия по производству алюминиевого профиля общества с ограниченной ответственностью «Алюминпроф», заложил камень, фундамент его второго этапа. В ходе посещения крупного предприятия «Алюминпроф» отмечено, что новое предприятие имеет возможность перерабатывать 7200 тонн алюминия в год и производить около 100 наименований готовой промышленной продукции. Предприятие производит различные виды алюминиевых профилей для производства окон и дверей, профили для внешней отделки многоэтажных домов, декорированные стеклом, отдельные предметы мебели, различные карнизы для штор и многие другие изделия. Этот ассортимент продукции в основном импортируется в Республику Таджикистан из других стран. А с началом деятельности «Алюминпроф» появилась возможность обеспечить потребности внутреннего рынка в этом виде продукции за счет собственного производства. При этом цена также будет снижена. Конечная продукция предприятия имеет экспортное назначение и на первом этапе предназначена для реализации на рынках стран СНГ. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с производственными линиями предприятия и поручил его руководству производить
конкурентоспособную продукцию. Общество с ограниченной ответственностью «Алюминпроф» является одним из юбилейных объектов в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и будет способствовать реализации программы ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы. Следует отметить, что в рамках программы в Турсунзаде планируется построить 10 промышленных предприятий. Здесь же президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал старт строительным работам на втором этапе предприятия по производству алюминиевого профиля «Алюминпроф». В ходе презентации отмечено, что второй этап объекта будет построен в течение ближайших 2 лет, что позволит увеличить как объемы производства, так и постоянные рабочие места. Со сдачей в эксплуатацию второго этапа в целом годовая переработка алюминия на предприятии достигнет 15 тысяч тонн, а число работников увеличится с 60 до 200 человек. На следующем этапе будет запущено производство новой линии промышленной продукции из алюминия, которая также будет оснащена современными производственными технологиями, соответствующими мировым стандартам. Во дворе предприятия была организована выставка продукции промышленных предприятий города Турсунзаде, которую посетил глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. На выставке 10 предприятий города организовали свои павильоны и проинформировали о развитии промышленности в Турсунзаде. В частности, отмечено, что показатели промышленности в этом городе с каждым годом растут. Доля промышленности в валовом внутреннем продукте значительно увеличивается. Объем промышленного производства в сопоставимых ценах в первом полугодии 2021 года составил 422 миллиона 182,9 тысячи саманей, что на 8,1 миллиона саманей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию государственное образовательное учреждение лицей-интернат города Турсунзаде, ознакомился с современными возможностями воспитания и обучения подрастающего поколения. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию государственное образовательное учреждение лицей-интернат города Турсунзаде, ознакомился с современными возможностями воспитания и обучения подрастающего поколения. Лицей-интернат состоит из двухэтажных корпусов и построен в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан по инициативе отечественного предпринимателя, руководителя общественной благотворительной организации Эхьёи Сомоньон Джурабека Мухибова. Общая площадь нового учебного заведения составляет 3 гектара. Строительные работы с высоким качеством выполнены 20 местными специалистами менее чем за год. Учебный корпус лицея-интерната, состоящий из 44 оснащенных технических классов, в том числе по химии, физике, биологии, математике, геометрии, военной подготовке и компьютерному обучению, рассчитан на 1000 учащихся в одну смену. В этом храме просвещения целью достижения основных целей 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в области науки и образования 2020-2040 годах на основании прямых указаний главы государства будет уделено большое внимание изучению точных наук. В этом заведении для одаренных учеников созданы самые современные условия. Во дворе учебного заведения построена современная спортивная площадка, площадь которой составляет 621 квадратный метр. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе посещения учебных классов этого храма просвещения и ознакомления с созданными условиями для подрастающего поколения назвал инициативу отечественного предпринимателя достойной примера. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своей рабочей поездки в Турсунзаде сдал в эксплуатацию новое здание государственного учреждения детская художественная школа искусств города Турсунзаде. 26 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию новое здание государственного учреждения детская художественная школа искусств города Турсунзаде. Трехэтажное здание состоит из 15 оснащенных классов, таких как изобразительное искусство для игры на фортепиано, различных рубабах, дутаре, трубе, дойре, исполнение эстрадных песен и шашмакома, хореографии, малого концертного зала, библиотеки и 3 кабинетов для администрации.
В строительных работах на этом объекте было задействовано 20 отечественных специалистов. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с созданными условиями в новом здании культурного учреждения дал конкретные указания и поручения преподавателям по полному и эффективному использованию созданных условий с целью правильного воспитания подрастающего поколения. В школе для освоения различных видов искусства привлечено 25 опытных преподавателей и 220 мастеров. Обучение проводится от 5 до 7 лет. Напомним, что государственное учреждение «Детская художественная школа искусств» города Турсунзаде основано в 1961 году и в годы независимости страны благодаря постоянному вниманию и поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, условия обучения подростков приведены в соответствии с требованиями времени. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал открытие в преддверии великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан нового здания Детской художественной школы искусств ценным подарком для учителей и школьников. Дал конкретные поручения ответственным лицам для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к богатой и всемирно известной национальной культуре таджиков. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на улице Исмуили Сомуни в Турсунзаде сдал в эксплуатацию после реконструкции парк культуры и отдыха. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на улице Исмуили Сомуни в Турсунзаде сдал в эксплуатацию после реконструкции парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха в центре Турсунзаде общей площадью 3,6 гектаров реконструирован инициативными предпринимателями города в современном дизайне с элементами национального градостроительства. Заказчиком культурного объекта, который еще больше украсил город, является исполнительный орган государственной власти города Турсунзаде. Аллеи отреставрированного парка полностью озеленены, и с этой целью высажены 200 декоративных деревьев, 10 тысяч всесезонных и 60 тысяч сезонных цветов. Вход в парк и аллеи вымощены плитами. В соответствии с генеральным планом на территории парка установлены фонтаны и другое развлекательное оборудование. Внутри обновленного парка имеется шахматный клуб, амфитеатр с 7 магазинами по продаже подарков и изделий ручной работы, сказочный городок Аладдин с 12 аттракционами, скульптурами животных, более 200 осветительных приборов, скамейки, 2 спортивные площадки на 200 посадочных мест. Также здесь имеется стенд посещения высокопоставленных гостей города Турсунзаде, героев труда, памятник герою Таджикистана Мирзо Турсунзаде, национальная столовая, 3 детские площадки и детский бассейн. В парке культуры и отдыха города Турсунзаде также построен амфитеатр. Амфитеатр на высоком качественном уровне создан исполнительным органом государственной власти города. На основе проекта в амфитеатре имеется около 700 посадочных мест, установлены современные скамейки. Общая площадь этого объекта составляет 3100 квадратных метров. После реставрации и сдачи в эксплуатацию обновленного парка культуры и отдыха в центре города Турсунзаде с его шахматным клубом, амфитеатром, другими спортивно-оздоровительными объектами и установкой новых детских аттракционов для жителей и гостей города появились хорошие условия для отдыха и развлечений. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, в Турсунзаде посетил теплицу дахканского хозяйства «Гайрат-2020». Постоянно действующая теплица Дихканского хозяйства «Гайрат-2020» в сельском джамуате имени Джуры Рахмона создана местным предпринимателем Урунбоем Нурматовым в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В теплице площадью 54 гектара выращиваются 2 сорта помидоров и 2 сорта огурцов, которые имеют хорошую вегетацию. Сорта выращиваемых помидоров называются Замира и Муала, а огурцов Орзу и Гайрат. Хозяйственники ожидают урожай помидоров на уровне 600 центнеров и огурцов от 400 до 500 центнеров. Планируется, что сбор урожая в теплице начнется во второй половине сентября и продлится более 3 месяцев. Сельскохозяйственные культуры на этом современном объекте орошаются капельным методом. Технология капельного орошения работает автоматически. Время и объем воды в колодце контролируется компьютером. Эта централизованная система имеет много преимуществ. С одной стороны экономится вода, а с другой – электроэнергия. Для полива урожая в теплице предприниматель построил вертикальный колодец.
Со строительством современной теплицы в Турсунзаде 13 человек обеспечены постоянной работой, а в период сбора урожая еще несколько местных жителей привлекаются к сезонным работам. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что урожай с теплицы дихканского хозяйства «Гайрат-2020» будет реализовываться в основном на внутреннем рынке, в том числе на рынках Душанбе. В будущем дихкане планируют наладить экспорт овощей. В одном из уголков теплицы местные женщины выставили приготовленные своими руками самбусу, кульчи, чапоти и другие виды хлебных изделий. Следует отметить, что наряду со строительством теплицы предприниматель также заасфальтировал более 2 километров дороги в селении Гайрат. Лидер нации, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поблагодарил предпринимателя за его вклад в благоустройство и создание хороших условий для жизни людей, а его инициативу назвал достойной похвалы и примером для каждого патриотически настроенного гражданина. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Гайрат сельского джамата имени Джуры Рахмона в Турсунзаде сдал в эксплуатацию вновь построенный корпус среднего общеобразовательного учреждения номер 49. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Гайрат сельского джамуата имени Джуры Рахмона в Турсунзаде сдал в эксплуатацию вновь построенный корпус среднего общеобразовательного учреждения номер 49. Объект состоит из 3 этажей, 16 учебных классов, библиотеки, рабочих кабинетов, актового зала на 100 посадочных мест, лаборатории, компьютерного класса, столовой и других вспомогательных объектов. Новое образовательное учреждение предназначено на 850 учащихся в 2 смены. При образовательном учреждении построена спортивная площадка для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Окрестности объекта благоустроены. Старое здание учреждения было построено в 1958 году и состояло всего лишь из 3 классов и учительской. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал инициативу местного предпринимателя достойной похвалы и примера, а в преддверии празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и Дня знаний назвал открытие объекта достойным подарком учителям и школьникам и устойчивым шагом в направлении развития сферы образования. Следует отметить, что с использованием благоприятных возможностей для воспитания и обучения учителя стараются воспитывать подрастающее поколение в духе самосознания и самопознания. На этом фоне представители молодого поколения также проявляют большой интерес к изучению современных наук в рамках программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовили к этому часу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, приятных новостей и до встречи.